Государственная пограничная служба Украины 19 декабря сообщила о том, что запретила на 3 года въезд в Украину гражданке России за то, что она посещала Крымский полуостров в нарушение украинского законодательства. Россиянка, по сообщению Государственной погранслужбы Украины, пыталась попасть на съемки в Киев рейсом из Варшавы, но ей пришлось вернуться обратным рейсом. Украинские средства массовой информации уточняют, личность актрисы – это Любовь Тезина, также Баханкова. Ранее при схожих обстоятельствах въезд в Украину на 3 года был запрещен российской поп-певице Марии Гусаровой. Но, как показывает практика, сильно расстраиваться российским актрисам и артисткам не стоит. Вот российский рэпер или шансон-исполнитель, как его называют некоторые музыкальные критики, возможно, мы эту оценку сегодня еще услышим в нашем эфире, Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, дал уже 2-й в этом году концерт в Киеве, даже 3-й, после парного летнего концерта. Он отбыл 3-летний срок запрета на въезд в Украину после незаконного посещения Крыма и теперь собирает в Киеве аншлаги. Этому не мешает публичная поддержка Бастой российской оккупации Крыма и сыгранная им роль в фильме Сергея Соловьева «Кеды». Съемки этого фильма проходили в Севастополе, а сам фильм воспевает службу крымчан в российской армии. Сам Баста в этом фильме сыграл роль такого живого и человечного оккупационного военного комиссара Балаклавского района, аннексированного Севастополя. В минувшие выходные Василий Вакуленко дал концерты в Харькове и Киеве, причем в Киеве к концертному залу «Стереоплаза» стянулись не только поклонники российского исполнителя Василия Вакуленко, но и противники его гастролей в Украине. І те, що він робить, жоден з вас не зміг зробити. Він подарував нам дуже талановитих людей. Газвольт, Мартрам, Світарі. Їх слухають всі. Розумієте, а вам вистачає розуму тільки на те, щоб вийти і казати, що він поганий. Ви погані, розумієте? Він знає, що Крим – це Україна. Шоу-бізнес – це не політика. Це не політика. Шоу-бізнес – це талановитість людей. Ви не зможете написати таку музику, як він. Ви не зможете написати такі вірші, як він. Путіна і Ви Крим не зможете зробити того, Ну якщо підтримуєш, не грійся. О ценности стихов Василия Вакуленко вы можете написать в комментарии под нашей видеотрансляцией, а мы продолжаем. Только что мы видели фрагмент общения тех, кто пришел пикетировать Стереоплазу перед концертом Василия Вакуленко, и как общалась с этими людьми поклонница, собственно, Басты, по словам которой, вы сами только что все слышали. Баста — это не единственный скандальный артист, который после посещения Крыма анонсирует свои концерты в Киеве. Так, на февраль анонсируется концерт группы «Кино» с фонограммой Виктора Цоя. При этом участники группы Александр Цой и Юрий Каспарян неоднократно бывали в Крыму после 2014 года. Здесь, перед тем, как начать разговор с нашими собеседниками, сразу хотелось бы обозначить. Перед эфиром мы снова пытались связаться с пресс-службой лейбла Василия Вакуленко «Газгольдер» и отправили им свои вопросы. Если мы получим ответ на них, мы обязательно опубликуем этот ответ на нашем сайте. Кроме того, с нашего последнего эфира по этой теме, даже еще раньше, с предпоследнего, то есть с минувшего лета, мы ждем ответов от совладельца концертного зала «Стереоплаза» Максима Шульженко. Историю нашего с ним общения можно долго описывать, но я постараюсь описать ее в нескольких словах. Максим Шульженко утверждает, что до него с сентября еще не дошел перечень наших вопросов по электронной почте, хотя мы детально их обсуждали по телефону, и я направлял их на адрес пресс-службы концертного зала «Стереоплаза», уточненный в беседе с самим Максимом Шульженко. Причем отправлял я эти вопросы несколько раз. В последний раз Максим Шульженко обещал прислать ответы на наши вопросы вот в субботу, в минувшую, то есть перед киевским концертом Василия Вакуленко. В этот же момент мы наконец добились подтверждения того, что наши вопросы
вопросы он все-таки получил. Прошла суббота, прошли концерты Басты на материковой части Украины, да, прошло воскресенье, соответственно, но процитировать или привести для вас ответы господина Шульженко мы не можем, так как до сих пор их не получили. Вопросы наши были достаточно простыми, да, тем более, что они были заданы еще в сентябре. Я их зачитаю в эфире. Еще раз уже публично приглашаю господина Шульженко на них ответить в нашем прямом эфире или письменно мы опубликуем ответы на сайте Крым Реалии. Кто является организатором концертов Басты в Украине? Кто приглашающая сторона? Известно ли вам о деятельности Василия Вакуленко на временно оккупированной территории Украины? Не видите ли вы этической проблемы в том, чтобы приглашать в Украину артистов, которые публично поддержали попытку российской аннексии Крыма? Не видите ли вы этической проблемы в том, чтобы предоставлять таким артистам концертную площадку? И сопровождалась ли подготовка концертов Басты в Украине переговорами, перепиской с органами власти Украины, таких как Служба безопасности Украины или Министерство культуры Украины? И как вы относитесь к протестам, которые прошли возле концертного зала Стереоплаза во время концертов 25-26 июня? Но сюда можно добавить уже и новую дату, 19 декабря. И один вопрос добавим, раз приходится вот так публично просить ответы. Господин Шульженко, в нашем с вами разговоре вы ссылались на некую экспертизу, по заключению которой фильм «Кеды» и роль военного комиссара Балаклавского района Севастополя не вредят государственной безопасности Украины. Поэтому просим вас уточнить, кем была проведена эта экспертиза, по чьему заказу и где были использованы ее результаты. Ответов терпеливо ждем. Как только получим, опубликуем на сайте Крым Реалии. Перед тем, как продолжить наш разговор, я напомню номер телефона, по которому можно к нам дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Продолжим буквально через несколько секунд. Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926. Итак, продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Алексей Кляшторный, сокоординатор движения «Украинська дія». Алексей, добрый вечер. Доброго вечера. Первый вопрос вам. Я так понимаю, что активисты движения «Украинська дія» тоже принимали участие в пикетировании Стереоплаза в минувшие выходные, где выступал Василий Вакуленко. Расскажите, пожалуйста, да, с чем связан ваш протест, чем именно вас не устраивают гастроли Басты по материковой части Украины? Ну, нас природньо, що не може задовольняти, в принципі, зараз гастролі і гастрольна діяльність московських виконавців на Україні, які є фактично пропагандистами руського міра, пропагандистами режиму Путіна і надають, можливо, не абсолютно пряму, але цілком реальну, дієву, а інколи і пряму підтримку агресії проти нашої країни і окупації наших територій. Тобто фактично Москва веде проти нас військову і невійськову агресію, і економічну, і інформаційну, і прямо воєнну. І в той же час обурює те, що наші компетентні державні органи не вживають достатніх заходів для того, щоб захистити нас від такого інформаційного втручання, від інформаційно-культурного елементу цієї агресії. Ну і тоді просто небайдужим громадянам доводиться виходити, щоб показати, що є хтось в цьому місті, в Києві і в країні, кого це не задовольняє, хто не хоче з цим миритись. Здесь в этой истории есть один очень важный нюанс. Басте был запрещен въезд в Украину с сроком на 3 года, и он этот срок, получается, что отбыл. И получается, что он перед украинским законом за свои деяния вроде как бы ответил. Вот устраивает ли вас такое положение вещей, и можно ли считать действительно, что Баста каким-то образом понес уже наказание за свою деятельность в Крыму? Ну, це крайне дивна логіка з нашої точки зору, така, що Баста перестав бути одним із служак путінського режиму.
Тому що, от ми на цьому, біля входу, грубо кажучи, до цього концертного залу, де відбувався цей концерт у місті Києві, зустрілись, якимись людьми, які ходять з нами по Києву, може, по одних вулицях, але інформаційно живуть в абсолютно іншому світі, і, я їх сприймаю, і мої колеги, більшість, як якихось інопланетян, розумієте? Тому що вони говорять там Баста проти Путіна, він це говорив, там він ніяк не відповідальний за окупацію Криму, там шоу-бізнес вне політики і так далі. І це вони говорять про людину, яка, скажімо, як всі знають, була членом журі конкурсної комісії з відбору найкращої пісні, яка прославляє так званий Кримський міст. Та і в цілому, в такій тоталітарній державі, як сучасна Російська Федерація, без дозволу і без санкції від кремлівського керівництва нічого не відбувається. Я, точно не є шанувальником Басти і дуже мало про його власну творчість щось знаю, але, просто елементарно заходячи в інтернет і забивши в пошук концерти Баста Москва, ми бачимо, що найближчим часом на одній з околиць Москви в Барвісі відбудеться його концерт в величезному такому люксовому залі, де є, він розрахований, здається, на 2000 офіційно написано місць. А на літо наступного року навіть планується, анонсований, про це ж в нього є спеціальний сайт, концерт на стадіоні в Лужниках. І в мене питання, що людина, яка в чомусь опозиційна до режиму Путіна, як який-небудь Навальний, який теж підтримує окупацію Криму, але в внутрішньо російській політиці він опозиціонер до Путіна. То він сидить в тюрмі. Але той, хто опозиціонер до Путіна, не збирає в центрі Москви стадіони, йому б це ніколи не дозволили. Тобто це ручні люди, підконтрольні КГБ-ському режиму Російської Федерації, і просто кожен із них виконує свою функцію. Один таку, інший таку. Принаймні всі ці Крутой, там Валерія і так далі разом сиділи в одному журі з відбору найкращої пісні про Кримський міст. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Возможно, вопрос к вам. Добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер, уважаемый Сергей Макросин. Это Александр из соседней России. Всем слушателям на 648 кГц. Маленькое примечание. Ваша эта новая программа «Важный Крым» до сих пор не появилась в приложении. Но это так. Я даже написал на сайте. Спасибо за отзыв. А что касается вашей темы, смотрите, маленькая реплика. Я вообще удивляюсь, почему так себя ведут ваши органы, и это просто надо себя не уважать, потому что, вы все, наверное, можете представить, как бы могло бы в 45-м году, не знаю, немецкая музыка звучать и немецкое радио вещать, какая-нибудь там немецкая волна. Но это невозможно, когда такие вещи. А уважаемому гостю у меня такой вопрос. Вы задавали вашим органам вообще вопрос, как такое допускается? Как это происходит? Это я не то, что против своих исполнителей российских или за, а просто, повторюсь, я за Украину, потому что я хочу, чтобы была Украина и звучал украинский язык. И мне просто это интересно. И, кстати, вы, если Сергей Макрусин, будете связываться с какими-то представителями вашей власти, тоже этот вопрос. Поэтому, человек все делает правильно, да. И поверьте бы, и Россия бы делала бы то же самое, если, не дай бог, было бы что-то на нашей стороне. А вас все раз наступающим и удачи, кремляне и донбассляне. Спасибо за звонок и за пожелания. Пожелания принимаем, а ваш вопрос передаем нашему собеседнику. Напомню, что Алексей Кляшторный, сокоординатор движения «Украинская Дия», с нами на связи. Алексей, вопрос передаю вам. Что говорит коммуникация с официальными органами власти по этому вопросу, по вопросу украинских гастролей, российских артистов, которые поддержали аннексию Крыма?
Дивіться, ми саме конкретно я або наша організація поки що конкретно з українськими органами влади з цього приводу не листувалися, але відомо те, що робили інші і журналісти, і представники громадськості. І ця позиція є абсурдною. Я не можу не погодитись із радіослухачем, який говорить, що дозвонився до нас із Російської Федерації. Ситуація, яка у нас є, вона є ситуацією логічного абсурду, і вона принизлива для нас, як для країни. Це саме головне, що я хотів би підкреслити. Це просто наша влада на сьогодні, це гірко говорити, але вона проводить політику, яка принижує нашу країну і яка принижує нашу націю. Чому вони це роблять? Вони це роблять в страху перед путінською Росією, на мою думку. Не секрет. А может быть, просто любят творчество, например, Василия Вакуленко в каком-то из органов власти? Мені не допускали ви трошки такого? важко в це повірити, тому що так по діагоналі, подивившись це творчество про те, як наркотики там люблять мене і всякі банальні оці фразки, схожі на те, що там в Фейсбуці чи Інстаграмі якось ширять, як мудрості в житті. Це дуже велика примітивщина, я не можу там комусь забороняти щось любити, але, сам факт, що наші власті дозволяють тут активну цю діяльність представників, по суті, путінського істеблішменту, вона показує глибоку неповагу нас самих до себе як країна і нація. З цим не можна просто миритись. І дуже гірко, що на сьогодні наша ситуація така. В цього є об'єктивні причини, там все це колоніальне минуле, всі ці століття нашого приниження, до якого ми звикли, але люди добрі, ми ж вже ніби 30 років як знов незалежна країна, і досі жити в такому приниженні, це важко зрозуміти адекватній людині. Нас не розуміють в Російській Федерації. Мабуть, тому на нас і нападають, що бачать таку нашу недостойну поведінку і сприймають нас як легку жертву, об яку можна витирати ноги. Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Алексей Кляшторный, сокоординатор движения «Украинска Дия». Мы продолжаем наш разговор, и в продолжение расскажу вот о чем. Крымско-татарский ресурсный центр подготовил письма на имя президента Украины, председателя службы безопасности Украины, председателя Верховной Рады Украины, главы Нацбанка Украины с призывом применить санкции к более чем 200 граждан Российской Федерации, а также некоторым других государств, проводившим концертную или граждан других государств, проводивших концертную или публичную деятельность на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя или посещали полуостров по частным делам с нарушением законодательства Украины. К нашему разговору подключается Эскендер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос. Мы говорили уже о похожей инициативе Крымско-татарского ресурсного центра. Говорили мы об этом в октябре, как раз обсуждали мы очередные гастроли. Кажется, тогда Ирина Круг приезжала на материковую часть Украины. Концерт «Елки», который отменили, и как раз-таки речь была о концерте Басты. Так, но мы видим, что Баста выступил, да? Расскажите, пожалуйста, чем вообще заканчивается или как происходит ли какая-то коммуникация с украинскими органами власти? Вы направляете им обращения, вы пишете письма. Получаете ли вы ответы и что в этих ответах содержится? Да, действительно мы получаем. Дело в том, что в Украине именно на законодательном уровне вопрос санкционной политики не урегулирован. И поэтому в том числе была рекомендация и Европейского парламента в контексте соглашения по евроинтеграции, Европейского соглашения, как раз-таки на национальном уровне также рассмотреть законы, связанные непосредственно с санкционной политикой. Что касается наших конкретных действий, во-первых, мы действительно направляли письма в СБУ. И почему мы направляем именно вот в эти органы? Потому что у нас принимать решения по санкциям может только Рада национальной безопасности и обороны. Но инициировать может только Служба безопасности Украины, Национальный банк,
президент Украины, соответственно, его офис, прокуратура. Поэтому мы, соответственно, направили во все эти органы, в компетенции которых находится данный вопрос. Мало того, мы, когда направляли еще в октябре месяце, вы напомнили об этом, нам действительно с СБУ пришли ответы, где было написано о том, что по данным СБУ нет информации о том, что данные лица в отношении, или данные артисты, в отношении которых мы написали письма, ими не зафиксировано незаконное пребывание на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Поэтому на этот раз мы подали список из более чем 200, получается, артистов и групп, потому что если однозначно санкции должны быть непосредственно в отношении артистов, поэтому если мы говорим уже, ну, скажем, в группы, то, соответственно, это будет более 200 человек. И, соответственно, это уже работа СБУ, пусть СБУ занимается, но к этим письмам мы приложили уже скриншоты непосредственного участия или пребывания на территории Крыма, оккупированного Крыма, тех или иных артистов и групп. Таким образом, мы далее даем посыл или доказательную базу о том, что данные артисты пребывали, и, соответственно, мы инициируем или просим, чтобы те органы, в компетенции которых инициирование санкций, соответственно, в соответствии с процедурами эти процессы провели. Почему Нацбанк? Кстати, у многих может возникнуть вопрос, потому что, во-первых, у Нацбанка есть такая инициатива, а во-вторых, здесь можно в том числе и апеллировать тем, что незаконная экономическая деятельность на территории оккупированного Крыма, то есть неправомерная экономическая деятельность, и, соответственно, незаконная прибыль. И это тоже есть нарушение. Но еще хочу обратить внимание, что здесь не только граждане Российской Федерации, здесь в том числе и группы из Сербии, из Соединенных Штатов Америки, из Италии, то есть те, которые непосредственно и на самом деле находились на территории оккупированного Крыма. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Эскендер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Продолжаем мы эфир. Я напомню, что наши номера открыты для каждого, кто хочет дозвониться к нам в студию, принять участие в нашем разговоре. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму и соседней России. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. К нашему разговору подключается Роман Недельский, заслуженный деятель искусств Украины, продюсер. Роман, добрый вечер. Доброго вечера. Итак, давайте поговорим о том, что происходило под Ocean Plaza. На минувших выходных мы видели, что приехал Василий Вакуленко, дал концерт, причем, судя по тем видео, которые он публиковал в Инстаграме, был sold-out, зал был заполнен, но мы видим акции протеста под Стереоплаза, и активисты требуют не допускать Басту на материковую часть Украины после того, что он делал в Крыму. Ваша точка зрения на этот счет? Ну, ми наблюдаємо системну політику подвійних стандартів, тому що коли влада хоче щось заборонити або щось знайти, вона дуже оперативно має можливість це все діло робити і доводити до якогось конкретного результату. І цей результат ми бачимо всі, і ми про нього чуємо. Ми зараз говоримо про музикантів, про артистів, які є в публічній площині. І дуже легко піднімати ці питання про артистів, які гастролювали на тій чи не іншій території. Але терміну злочину такі речі не повинні мати. І тут дійсно абсурдна ситуація. Чому 3 роки, а не 13 років, не 5 років, не 10 років? Якщо людина покаялася, то дає заява про те, що він має іншу думку, або що він визнає те, що він помилявся, що він зробив неправильно. Ну, как мы видели, Василий Вакуленко не хочет отвечать на вопросы о Крыме, в частности, во время своих последних визитов. Там закончилось даже применением силы со стороны его охраны к людям, которые спрашивали, чей Крым. Я розумію. Я розумію, що він не хоче, і він ніколи вам на ці питання не відповість. Тут так само і наша влада, вона ж також не хоче відповідати. Вона знаходить якісь лазейки для того, щоб не відповісти, для того, щоб опрацювати документи, для того, щоб відтермінувати відповідь на запитання. Якось електронні листи не знаходяться. Знаєте, я 5 років керував головною концертною площадкою України, Палацом Україна. І ми дуже чітко розподіляли роботу і навіть заявки на участь в різних шоу російських виконавців, навіть ті, які не були
на той час під санкціями. Ми просто карали гривнею. Ми просто робили там формат оренди в 2-3 рази дорожче, і ці артисти автоматично вони знімали свої заходи, тому що вони були нерентабельними. В этой ситуации как можно найти выход? Мы видим, что конфронтация в обществе существует, но законы Украины, они позволяют таким исполнителям приезжать и выступать, не меняя свои публичные позиции, например, по крымскому вопросу. В мене до вас зустрічне запитання. Як в цій ситуації чекати на якийсь результат, коли, наприклад, кінофільми студії «Квартал-95» на сьогоднішній день є в ефірі, в загальнонаціональному російському ефірі. Шоу «Дизель-шоу» сьогодні є в топових телевізійних ефірах на території Росії, де висміюють українця, де просто нівелюється вся наша українська національна ідея. Тут питання є набагато глибше, ніж просто виступасти. Якщо б влада хотіла його не пустити, вони б знайшли мільйон причин, щоб його не пустити. Ну да, это вопросы, может быть, и в этической плоскости. Я думаю, что их следует адресовать и тем, кто владеет правами на тот контент, о котором вы говорите. Спасибо вам большое за комментарий. Роман Недельский, заслуженный деятель искусства Украины, продюсер, был с нами на связи. Успеем, буквально 2 минуты у нас остается, но попробуем успеть поговорить с Владимиром Бибешко, музыкальным продюсером. Он также с нами на связи. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Иван. Хотелось бы услышать ваше мнение, ваша позиция относительно вот этой ситуации. Мы видим, что гастроли, например, да, у Басты по материковой части Украины продолжаются, несмотря на то, что у этих гастролей есть много противников. Мы видим, что поляризация общества происходит, да, она выражается в том числе и в пикетах, которые выстраиваются под Стереоплазой. Ваше мнение по этому поводу? Ну, слухайте, в нього закінчився термін, що його не пускали, 3 роки. Нібито він уже в'їзний. Але мені здається, що для того, щоб зняти всі питання, йому варто було після того, як він після заборони в'їхав, виступити по телебаченню або по радіо, сказати, там, дорогі українці, мені дуже подобається Україна, мені дуже подобається до вас приїжджати, заробляти у вас валюту і вивозити її в Росію, ви мені з радістю її віддаєте. Тому я мушу вам сказати, що я каюсь в тому, що порушив був закон, я так більше не буду, і все, нема питань. І з кожного концерту я буду відчисляти військовий збір на підтримку вашої армії. І взагалі політику Росії агресивну по відношенню до вашої країни я не підтримую. При таких умовах хай би гастролював чи ні. Гроші він платив би у військовий збір, покаявся, сказав, що він так більше не буде, політику не підтримує, але він цього нічого не зробив, на мій погляд. Ваша точка зрения ясна. Спасибо вам за комментарий. Владимир Бибешко, музыкальный продюсер, был с нами на связи. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу, но мы продолжаем ожидать ответов и от пресс-службы лейбла «Газгольдер», от Василия Вакуленко, если он посчитает нужным ответить на вопросы нашей аудитории. Ждем мы ответов от господина Шульженко, который управляет Стереоплазой, от которого мы ждем этих ответов уже практически полгода. Мы продолжаем ждать, мы очень терпеливы. Это радио «Крым Реалии». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите в 19:15 по крымскому времени программу «Крымский вечер» с Александром Янковским. Мы с вами увидимся, услышимся завтра в 17:00 по Симферополю. Всего доброго.